Есть проблемы, которые пора решать. Члены Национального совета общественного доверия, созданного по инициативе президента, приступили к подготовке предложений. Общественные деятели, политики, юристы и журналисты. В Национальный совет общественного доверия вошла вся палитра политических и общественных сил Казахстана. Их больше 40. И важно, что за каждым из них будет стоять мнение тысяч. Однозначно, что народ недоволен в конкретных задачах и вопросах. Власть должна услышать это и принять политические решения. И для этого необходимо, чтобы представители народа присутствовали в управлении государством. Это первый шаг для того, чтобы решить эти вопросы. Есть груз накопившихся проблем. Они объективны, они есть. Ни одна реформа, ни одна государственная программа, ни одна инициатива невозможна сейчас без доверия населения. Заседания Совета будут проходить не реже, чем 3 раза в год. Активисты смогут решать насущные вопросы, сидя за одним столом с президентом и основными управленцами Казахстана. Первое заседание состоится в августе. Сегодня в Казахстане некоторые законодательные акты не соответствуют времени. Например, это закон о выборах, закон о средствах массовой информации, закон о партии, закон о митингах. Если изменить эти законы, то у нас общественно-политический процесс будет либерализован. Одно из предложений – повысить роль депутатов Маслихата, доверив им контроль за расходованием бюджетного тенге. В состав этого органа вошло много людей, доказавших конкретными делами, что они могут реально сделать для общества и страны. Поэтому бутафорией его будущую деятельность уже сейчас вряд ли можно назвать. К тому же власть реально заинтересована в диалоге с обществом и его институтами для снятия протестных настроений. В общем, если есть возможность что-либо улучшить в тех или иных вопросах развития нашего общества и государства, то лучше ею воспользоваться. Члены Национального совета общественного доверия намерены посещать регионы страны, а также развернуть свою работу в социальных сетях, чтобы у населения появилась возможность дискутировать, вырабатывая конкретные предложения по внесению изменений в законы Казахстана. Организовать прямой диалог с обществом обязаны и все госслужащие. Особое внимание надо уделить работе с социальными сетями. Каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век интернета это уже обязанность. Предстоит восстановить доверие граждан, убеждая их цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя на критику и конструктивные предложения граждан. Так называемый переход на концепцию слушающего государства. Накануне Касым-Жомарт Токаев предложил казахстанцам обращаться к нему напрямую. На сайте akordat.kz открылась виртуальная приемная президента Казахстана. И так же, как создание Национального совета общественного доверия, эти меры способствуют наладить реальный диалог между обществом и государством.